Патриотическое воспитание молодежи – важная задача образовательных учреждений, а уроки истории играют значительную роль в формировании у школьников любви к родине. Темы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии особенно важны, поскольку демонстрируют тяжелые испытания, которые выдержал народ, и укрепляют человеческое самосознание. Хотелось бы в первую очередь поблагодарить представителей фонда президентских грантов, в рамках которого проходит сегодня реализация проекта «Патриотичные стенды». В школах Абхазии поступят вот такие вот стенды, где описывается героизм наших старших братьев, наших героев. Конечно же, это очень хорошее подспорье для преподавателей истории. То есть эти стенды будут переданы в первую очередь в классы истории, где историю будут проходить наши школьники. 30 школ Сухума и Сухумского района получили новые патриотические стенды. Каждая школа получила 6 стендов с информацией о героях Великой Отечественной войны, Отечественной войны народа Абхазии и СВО. В их числе уроженцы Абхазии Ражден Барцыц, Владимир Аршба, Владимир Харабуа. Следует отметить, что узнать о подвиге героев подробнее можно по QR-коду. Работа с патриотическими стендами поможет учащимся лучше изучить историю, глубже понять ее трагическую и героическую составляющие. Мы искали те проекты, которые в России были реализованы, была популярность в этой сценарии, поэтому хочется вам тоже показать, какие возможности есть. Это вот крайне интересно, сами все команды с большим удовольствием это слушали, смотрели и сами вот какие-то новые вещи однозначно для себя открывали. Крайне интересно. Во время повышения квалификации в Центре знания Машук абхазские учителя отмечали нехватку наглядных пособий. Тогда и было принято решение о создании патриотических стендов при поддержке Российского фонда президентских грантов. Следует отметить, что патриотическими стендами планируется обеспечить все образовательные учреждения республики. На текущий момент, да, в рамках каждой школы предусмотрено 6 сценариев. То есть это 6 эпизодов, 6 героев, которые дети смогут в каждой школе изучить. Также в Министерстве просвещения Абхазии состоялась встреча исполняющего обязанности министра Инала Габля с руководством Российского детско-юношеского центра Москвы. Рад, что вы снова к нам прибыли, вернулись. Я уверен, что наша работа будет только набирать обороты. Мы планируем с вами заключить соглашение. Росдит-центр для нас – это, как говорится, пример в воспитательной работе. Поэтому сегодня, я думаю, Александр Сергеевич, тоже вы поделитесь своими идеями в рамках нашего сотрудничества. Уверен, что наша работа в сфере воспитания именно, подрастающего поколения будет носить очень продуктивный, эффективный характер. Для нас это тоже задача номер один, как и в Российской Федерации. То есть передать знания – это часть задачи. Главное – воспитать в ребенке настоящего патриота, настоящего гражданина. Поэтому с вашей поддержкой мы это будем делать еще эффективнее и еще, я думаю, интереснее и увлекательнее для самих детей. В свою очередь, директор Российского детско-юношеского центра Москвы отметил, что целую неделю российские специалисты будут общаться с учениками и преподавателями, посмотрят, какие инструменты для развития образовательной среды есть в республике, поделятся своим опытом. И в своей деятельности как раз советники определяют несколько очень важных направлений, которые вместе помогают раскрывать творческий потенциал детей. В первую очередь, безусловно, это развитие воспитательной среды в стенах образовательных организаций, это создание школьных театров, центров детских инициатив, школьных спортивных клубов, военно-патриотических клубов, музеев. То есть советник, он объединяет детские коллективы, вместе с педагогами они помогают создавать такие рекреации, и дети в зависимости, соответственно, от своих интересов становятся активными таких воспитательных пространств, и уже это воспитательное пространство непосредственно помогает развивать профессиональные компетенции ребят в различных направлениях, и многие из них, благодаря воспитательным пространствам, понимают, какую профессию в будущем им интересно было приобрести, и самое главное, какой они вклад могут сделать в развитие страны. Участники встречи обсудили различные воспитательные практики, методы взаимодействия с родительским сообществом и детскими объединениями, которые детско-юношеский центр Москвы внедряет в школах и колледжах России. Шазина Ханагу, Алексея Гухава, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.